Мы Гарнамали. Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на нашем новом канале, где будет показана жизнь горномарийского народа, наши традиции, нравы, обычаи, люди и достопримечательности. Красивый, плодородный, живописный край со своей уникальной историей и своим собственным языком. Горномарийский район давно ассоциируется с гуслями и кравцом. И в сегодняшнем выпуске я расскажу вам о двух важных брендах, которые достойно представляют наш край. И, конечно, о людях, которые стоят за всем этим. Дорогие мои, не забывайте подписываться на канал, ставить напоминания, лайки, комментировать и пересылать друзьям. Ведь именно от этого зависит, сколько наших земляков увидит этот выпуск. И помните, что историю творят простые люди. Так давайте создавать ее вместе. Сахаром, с медом. С сахаром. Хорошо, вот тут мед. Большие куски будем. Вот такие как раз, Да. в самый раз. Да, очень хорошо. Лимон с медом. Давайте я тоже. Да. Фаина Викторовна, мы все знаем, что вы, правда, олицетворение гордости за Горномарийский район, что вы представляли гусляров на таких площадках, как даже сцена Кремля. Да, и Европарламент. И Европарламент. Да. Этим немногие могут похвастаться, а у вас, Европарламент. да. Скажите, пожалуйста, а как вы пришли в эту профессию? Для меня это вообще даже не профессия, это просто жизнь. Потому что, вот видите, над вами фотография. Вот мама, моя дочка, внучка. Ну, это несколько лет назад, уже мамы в живых нет, уже 3 года, почти 4 года. Вот. Она почувствовала, что у меня какой-то есть талант, и начала учить дома. Мама сама Да, была мама. гуслярша. Мама гуслярша, бабушка, прабабушка. И по мужской линии, со стороны отца тоже были гусляры. То есть у вас династия Да, получается? да, получается так династия. А вот, кстати, очень интересно, у нас Горномарийский район славен девушками-гусляршами, а приходят ли к вам парни, мальчики, мужчины? Мальчики приходили за мою очень большую трудовую деятельность. 45 лет я. 45-й год, представляешь, 45 преподаю. лет. 45-й год Больше, преподаю. чем я живу на Да, свете. да. Вот я и говорю. Вот. Были такие попытки, но я не знаю, может, в городах приживаются, но в деревне нет. Они уходят. Все-таки Нет. это больше женское Да. направление. Ну, раньше это все было, ведь раньше, когда мужчины играли на гуслях, это все-таки в этих священных рощах играли, это же был такой сакральный инструмент. Потом ведь происходило все это, в истории было много трагических страниц в нашей российской истории. Конечно, они не приходили обратно домой, погибали. Гуслям уже не возвращались и брали как бы из ихних вот уже каких-то заскорузлых рук, брали женщины, девушки, которые, конечно, дома играли, начиная, наверное, с колыбельных своим малышам. Из моей практики, почему не прижились? Ну, вначале они, пока маленькие, им было интересно, а ведь это музыкантом быть, вы сами знаете, это большой труд, Да, нужно заниматься. А у девочек вот прилежание больше, чем у мальчиков. Усидчивости больше, да. усидчивости больше. Они уходили потом на футбол, на лыжи, на коньки. Вот вы знаете, самое удивительное, мы ведь давно уже славимся гуслярами, да, у нас такой край музыкальный, но брендом гусли стали только в апреле 2019 года. Расскажите, пожалуйста, каким-то образом вас награждали, вы были причастны, да, вот к этому? Нет, в общем, мы узнали, постфактум. Ну вот, в общем, вот Мгм. это все случилось, мы узнали. Как вам удается собирать гуслярш разного возраста на какие-то выступления? Они, наверное, с детства заразились вот этими гуслями. В 2019 году, когда у меня сразу ушли из ансамбля 9 человек, ну, они закончили, Да. 2 девочки 11 класс, 7 человек 9 класс. И они все поступили куда-то, в раз сорвались, уехали.
Ой, я, конечно, горевала. Я вспомнила, что у меня по селам вокруг Паеласам разбросаны, ну, в общем, работают в разных сферах. В Козьмодемьянске работают девочки мои. Я бросила клич, и к моей радости они отозвались. Вот. И мы еженедельно собираемся по субботам, ну, они работающие, потому что они вот по субботам собираемся после обеда, мы с ними репетируем. На данный момент сколько детей вы обучаете, и взрослых, возможно? На данный момент у меня 12 человек в музыкальной школе, значит, 7 человек в младшем среднем составе, и постоянный костяк у меня сейчас 5 человек. Получается, у вас, наверное, совсем не бывает выходных. Вы Воскресенье. единственный день. Воскресенье бывает выходной. Я могу себе позволить печь пироги, которые я очень редко делаю, убираться, снег кидать, вышивать, шить. Какой большой разброс моих хотелок, которые я могу вот, исполнить в воскресный день. Ну, иногда, конечно, в гости куда-то. А расскажите, пожалуйста, о происхождении своих корней. Я из простой обычной крестьянской семьи. Это деревня Сарлатова. Мама из деревни Яшмолкина. Мои папа и мама были одноклассниками. Они были всю жизнь знакомы. Вот. Они сидели, учились в одном классе. И потом, в 1952 году они поженились. Вот, у них родилось 3 детей, я была средняя. Мама играла на гуслях, в приданое тоже гусли принесла через овраг из деревни Яшмолкина. Вот. А в деревне Яшмолкина это очень большая семья, семья Кадыковых. Ее отец Михаил Константинович, который погиб на фронте. Мама была старшей из девочек, ну, на ее плечи легло очень многое. Вот. А ее мама, Елена Романовна, была родной сестрой Анне Романовне Сидушкиной, как мы говорим, основоположником профессиональной школы игры на марийских гуслях. И это первая женщина, горномарийка и вообще марийка, которая закончила консерваторию, получила высшее музыкальное образование. Она получила диплом в 1946 году. Вот. Нам было куда равняться, на кого равняться и куда стремиться, да. Вот. И когда Анна Романовна в 1981 году уходила из жизни, она в завещании написала, что гусли она завещает Фаине. Я была, ну, из ее рода, я вам потом покажу инструмент, которому в этом году исполняется 65 лет. Вот и на фотографии она, по-моему, сидит с этими гуслями как раз. Эти гусли достались мне по наследству от Анны Романовны Сидушкиной. Гуслям будет в этом году 65 лет. Они сделаны в 1957 году в городе Чернигов, Украина. А скажите, пожалуйста, о своих детях. У меня сын Михаил и дочь Анастасия. Она закончила тоже дирижерское хоровое отделение у Ивановой Людмилы Михайловны. Да? Да, вы тоже? А в каком году? Я у Кехера заканчивала. А я закончила в 1977 году дирхор. Да? Я первая леди Ивановна. После того, как я закончила музыкальное училище, я узнала, у нас было 3 девочки у нее, в общем, на одном курсе мы были. В общем, и она говорила про нас. Осел, козел и спящая красавица. Да? Спящая красавица у нас была очень красивая девочка, такая вот сильная барышня, вот такая красавица. Так интересно, знаете, Да. кто же были вы? А я была козел, упрямое умное животное. Потом много-много лет спустя она мне сказала: Фая, после тебя вот такой у меня уже не было. Скажите, не было такого желания все бросить, надоело Было уйти много из раз. профессии? Было много раз. Да? Я уже много раз говорю это. Я же почему пошла на исторический факультет университета? Я хотела все бросить. Потому что я приехала в 80-м году, в 77-м я начала в Микрякове, потом вышла замуж, в 80-м году я стала открывать класс гуслей в Еласах. Гуслей нет, струн нет, ничего нет. Помещение очень холодное, приспособленное здание в Малых Еласах. И я решила поступить. У меня уже было 2 детей,
Ну, иногда бывали вот минуты отчаяния, когда вот все брошу, уеду к черту на куличики, на север, на юг, куда-то. Не видеть, не слышать. Мы же музыканты очень тонкий народ. Очень. Очень Да. тонкий, очень обидчивый, очень Ранимые, да. Ты кто по гороскопу-то? Я Овен. Овен, да. А вы? А я близнец. Меня мама родила на телеге. На телеге родила. Вот. Как раз жаворонки, говорит, там поют, картошку сажают в поле, там раньше же вот, при моем рождении-то лошадка есть. Смотрите, все сбылось. Жаворонки поют на гуслях, Да, музыка льется, да. картошка трудоспособная, Да. работящая. И всю жизнь в дороге. И всю жизнь в дороге, Да, совершенно на телеге. верно. Что для вас хороший отдых? Когда вы наполняетесь? Хороший отдых это у меня летом наступает, весной наступает на грядке. Вот не физический отдых, а вот от всех забот, когда я голыми руками вот заземляюсь в эту сырую прохладную землю, иногда еще босиком заземляюсь. Вот это для меня вот такой, знаете, отдых. Вот папа, мама и моя Настя, а вот сзади вот эта машина Зингер. Видишь? Да, вижу. Да. Он строчил только так. Если бы за скорость швейной машины ГАИ штрафовала, его бы много раз штрафовали бы. Шил кожу, вот, понимаешь, дубленки, вот когда они эти Зипун, тулупы, наверное, зипуны, да. тулупы. А я была у него первой помощницей, я постоянно гладила. А утюг был этот... На углях? угольный, на Да, углях. да. Нужно было вот так его махать. А Да. я маленькие ручки, слабенькие, вот я махала, все вот это разлетались искры, да. дым. Вот я гладила. И пришивала еще пуговицы и делала эти отверстия для пуговиц. Ага. Да. Так что, тетенька, я богатая и завидная. Даже елка у нас тут есть. На дворе О, тут пылесос. Так у вас еще и банька. Да, забыла включить. Наверное, летом здесь много времени проводите, да? Ой, летом мы только тут и живем. Здорово. Ну, тут, вон там у меня теплица, как у всех. Красота. Да? Тут скамейки вытаскиваем, столик, качели у нас, там душевая. В общем, все мини-пространство. Там наверху живем. Вот. Сейчас еще поместим. Так, которую я выстроила. Это моя Наська, которой 19 лет. И вот это Майя Шереметьева. Это чей? Это чей? Девчонки, расскажите, пожалуйста, про свою учительницу. Какая она? Добрая? Учит нас всегда на уроках играть, заниматься заставляет. Ну, заставляет, мы ходим, мы не ходим, мы не хотим, но она нас ведет к лучшему. Да. А есть желание заниматься? Да. А нравится на уроках? А планируете в будущем стать гусляршами известными? Прежде чем играть, мы что делаем? Волосы. Волосы, еще что? Улыбаемся. Улыбаемся. И что нас прямое? Заранее кашляем. Спины прямые, да? И когда мы берем в руки гусли, мы всегда должны улыбаться. Улицы на весну.
вам лично от себя хочу сказать. С первых аккордов, когда я услышала звук гуслей, по моему телу побежали мурашки. Я хочу вам сказать спасибо. И мне бы хотелось, чтобы таких девочек, как вы, было как можно больше. Потому что именно вы сохраняете культуру нашего граномарийского народа. Так, выучить пятую, шестую цифру, понятно? Да, я уже выучила. В 2018 году Кравец стал официальным брендом Граномарийского района и первым запатентованным блюдом Республики Марий Эл. И сегодня у нас с вами есть уникальная возможность попасть в Емешевский кулинарный цех и увидеть все своими глазами. Пойдемте со мной. Расскажите, пожалуйста, с какого года работает цех? Емешевский кулинарный цех работает с 2008 года. А сколько людей работает на производстве? На сегодняшний день работает 7 кулинаров, 3 кондитера и заведующая цеха. Вы работаете каждый день? Работаем 6 дней в неделю, воскресенье выходной. А куда уходит ваша продукция? Продукция у нас идет доставка по району нашему Горномарийскому, всему району, и в город Козьмодемьянск. Какое мясо чаще используется для начинки? Мясо используем свинину, курицу, либо смесь двух видов мяса. Расскажите, сколько всего выпекается в день кравцов? В обычный день выпекаем от 10 до 20. В праздничные дни в разы больше. А расскажите технологию приготовления. Выпечка кравца – длительный процесс. Ставим дрожжевое тесто. Пока тесто поднимается, готовим начинку. Для начинки готовим мясо кусками, бескостное мясо, свинину, курицу, либо смесь двух видов мяса. Закладываем туда начинку. Первый слой пшено, второй слой идет лук, смешанный с мясом. Мясо предварительно солим и перчим. Закрываем крышкой, защипываем края, делаем плетеный узор. Ставим кравец на расстойку. А что такое расстойка? Расстойка – современное оборудование, в котором идет высокая влажность и температура. При этом тесто поднимается, становится пышным, и красивый внешний торговый вид приобретает. Выпекаем потом до румяного цвета. А сколько всего уходит на выпечку до румяного цвета? До румяного цвета минут 10-20, в зависимости от температуры. Смазываем растительным маслом, оборачиваем фольгой и ставим томиться в печь на 4-5 часов. И только через это время можно считать пирог готовым. Да, он будет томиться. Благодаря фольге он не подсыхает, сохраняет сочность. Раньше наши предки использовали для сочности снег. В современных условиях используем фольгу, а раньше в домашних условиях использовали листья капусты.
Готовый пирог приобретает коричневый цвет. Подается всегда в горячем виде. Почему? Не знаете, с чем это связано? Чтобы жиринки, они были сочные, растаявшие, они не были холодными, И невкусные. да, и невкусными. Это горячее блюдо. А расскажите, пожалуйста, про руководителя. Наш руководитель Цендушева Светлана Витальевна. Она всегда очень щепетильно относится к производству, всегда следит, чтобы у нас была чистота и порядок, чтобы продукция шла. Продукцию мы стараемся всегда изготавливать из натурального сырья. Все время у нас происходит переквалификация, приезжают технологи, нас обучают, что-то новое. Всегда не стоим на месте, всегда движемся куда-то вперед. Мы горномаги, мы дети, потомки любимой земли. Мы горномаги, поверьте, что краше земли не найти. Берега, луга, бескрайние наши просторы. Правый берег все будет река, там, где чайки шумят над волной. Правый берег целует река, там, где чайки шумят над волной.